целях усиления мер борьбы против пьянства и алкоголизма в Республике Коми, дословно цитируя распоряжение, подписанное первым вице-премьером республиканского правительства, утвержден план мероприятий до 2021 года. Цель – снизить смертность не менее чем на 3%. Для достижения планки будут задействованы медики, журналисты, активные граждане. Работу, согласно документу, направят на все возрастные категории – несовершеннолетних, молодежь, людей старшего поколения. Особое внимание неблагополучным семьям. Их ожидает активный патронаж. Также следить в нашем регионе отныне будут и за трудоустройством подростков из таких семей. Какие конкретно меры предпринять, чтобы улучшить ситуацию с пьянством? Об этом задумались участники дискуссионного клуба сторонников «Единой России». Свое мнение высказали медики, представители министерства, общественники и духовенства. За ходом дискуссии наблюдала Наталья Литкевич. Безработица, доступность спиртного и отсутствие досуга на селе – вот основные факторы, которые, по данным соцопросов, способствуют пьянству населения. Между тем, лечение одного пациента в наркологии обходится бюджету в 40 тысяч рублей. Занятия проводят, потом эти какие-то таблетки туда-сюда. Разбазариваются государственные деньги налогоплательщиков. От этого толку ноль. Человек вышел оттуда, через день, через два опять ушел в такое же состояние. Почему разбазариваться? Почему нет контроля? Дело не в отсутствии контроля. Насильно человека от зависимости не вылечить. Больной должен захотеть изменить свою жизнь. Помочь в этом может, например, активная общественная деятельность. Если человек чем-то может занять свою жизнь, у него есть какая-то активная общественная позиция, он чем-то занимается, и ему есть дело до чего-то еще, в первую очередь для собственной семьи, тогда эта проблема не так остра. Общество анонимных алкоголиков тоже вариант. Эти скромные организации действуют уже во многих городах и помогают своим участникам годами воздерживаться от употребления спиртного. К нам люди приходили, у которых он говорил, что я пропил все, остался один кипятильник. Он не смог его пропить, потому что никто не купил. Ага. А сегодня 8 лет трезвый, у него родился ребенок. Понимаете, вот и таких чудес на моих глазах за 14 лет произошло масса. И по статистике, лично я знаю более 100 человек, которые на сегодня сохраняют трезвость, стабильную трезвость в течение 10, 15, 20 лет. А вот церковь говорит в целом о болезни общества, без духовности. Поэтому сегодня надо вот это духовное направление развивать. Для нас это аксиома, но это просто даже не требует доказательств. Но вы знаете, так это сложно идет. В сфере образования все разговоры про робототехнику, про цифровую экономику, затрагиваешь разговор о духовно-нравственной составляющей. Но сегодня вроде даже зеленый свет дан, не идет. Конечно, реабилитация алкозависимых – очень важное дело, и этим надо заниматься. Но чтобы снизить алкоголизацию, упор нужно делать не на тех, кто уже пьет, а на тех, кто еще не начал, на молодежь. Когда пить будет не модно, то есть тогда, мне кажется, пить будет намного меньше народу. То есть если ребенок, то есть потому что мы там в юности пили, да, потому что, а что было еще делать? Во-первых, потому что все развалилось, секции не было, ничего не было, а во-вторых, это считалось, ты выпил, да, ты мужик, ты все нормально, вот. А если молодежь будет считать, что если ты выпил, ты какой-то лошок, да, вот мы живем трезво, да, мы будем успешными, потому что мы не пьем. То есть это, мне кажется, даст больший эффект, чем просто объяснение того, что пить вредно. Дискуссия получилась острой. Разные мнения, разные подходы. По словам организаторов встречи, по ее итогам будет утвержден план профилактических мероприятий. А ряд вопросов обсудят и на законодательном уровне. Все реально. То есть мы видим, что законодательство изменяется, Госдума работает. Да, и, соответственно, мы видим, что те предложения, которые звучали, допустим, год назад, да, и их частично удалось реализовать. И, наверное, определенные подвижки, пусть они пока и небольшие в рейтинге Республики Коми, в рейтинге трезвости, да, может быть, в этом есть и вклад как раз тех людей, которые эти предложения озвучивали, и они потом попали уже в нормативные документы. Между тем, изменить отношение к пьющим согражданам можно уже сейчас, не дожидаясь решения законотворцев. И сделать это может общественность, особенно на селе, где все на виду. Ведь если пить будет стыдно, то и желающие дружить с зеленым змеем поубавится. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган.